Здравствуйте, в эфире программа «Интервью». И сегодня в студии Осетия ТВ молодой юрист Чермен Дзотов. Чермен, добрый день. Добрый день. Чермен, а ты приехал домой на новогодние праздники и все обещал, что дома тебя будут откармливать, но первым делом ты провел свой мастер-класс. Мастер-класс со студентами юрфака, и мастер-класс был посвящен тому, как сделать из своего имени бренд. Собственно, как? Как? Спасибо. На самом деле, да, действительно, вчера я провел мастер-класс для студентов юридического факультета и для всех желающих. Было очень приятно, что приехали даже люди из соседних регионов послушать, поучаствовать в этом. О чем я говорил? Я говорил о том, что каждый специалист, который хочет стать экспертом номер один в своем деле, он, безусловно, должен уметь себя преподносить. Он должен уметь себя продавать, он должен уметь себя преподносить правильно, он должен обладать определенным набором инструментов, которые позволят ему стать номер один в своем деле. Для того, чтобы стать брендом, нужно, безусловно, быть экспертом в своем деле. Нужно знать свою целевую аудиторию, для которой ты должен стать этим экспертом. Нужно иметь определенную ценность, которую ты несешь. Помимо того, что ты должен представлять ценность, быть экспертом и иметь какие-то отличительные черты, отличительность определенную, нужно и соблюдать третье правило – периодичность. То есть представлять какую-то информацию, периодически светиться, как говорят, да, на бытовом языке. Не пропадать из поля зрения. Да, и вот тогда, рано или поздно, у вас есть все шансы стать брендом. Вопрос такой. Есть очень много специалистов, пиар-специалисты, те, кто раскручивают себя в социальных сетях и так далее. Что лучше, нанимать все-таки пиар-специалиста или пытаться раскрутиться самому как-то, пусть слепую иногда тыкаясь в стены, но все-таки? Вы знаете, вот я общаюсь с некоторыми политиками, известными людьми, и за некоторых ведут блоги действительно и социальные сети, пишут статьи. А некоторые не доверяют это дело, либо считают, что они должны сами это делать. Скажу честно, это дело каждого политика. Если у вас есть человек, который может за вас писать и передавать ваши мысли, реальные мысли, и который чувствует вас, знает, как вы думаете, как вы действуете, то, конечно, можно иметь помощника, потому что действительно отнимает много времени. Если такого человека нет, либо вы считаете, что это ваше личное дело, вы должны этим личным делом заниматься вы сами, то значит нужно самому заниматься этим делом. Конечно, желательно, чтобы те же самые социальные сети и общение с людьми человек вел от первого лица сам. Если говорить о тех, кто ведет свои социальные сети, свои блоги не сам, мы же все прекрасно понимаем, что если это чиновник, зачастую это бывает потому что нужно. Потому что присутствие чиновника в социальных сетях – это фактически одна из его обязанностей теперь. И многим это лень, или многие считают, что это все-таки несерьезно. А вы как думаете, это несерьезно или это все-таки серьезно? Потому что я считаю, например, что социальные сети – это как раз та площадка, где сейчас очень многое решается. Я считаю, что очень даже серьезно. Почему? Потому что социальная сеть на сегодняшний день – это практически такая же площадка, такое же средство массовой информации, как и сайт. Какая разница, на сайте писать или в социальных сетях? Сейчас большинство людей сидят именно там, в социальных сетях, и читают и новости, и информацию, и делятся и своими эмоциями и так далее. Поэтому любой чиновник, я считаю, на сегодняшний день, если ты прозрачен, если ты хочешь быть ближе к народу, если ты хочешь с ним делиться, скажем так, тем, чем ты занимаешься, то ты должен быть в социальных сетях. Но вот вы задали вопрос. Некоторые ведут сами, а некоторые нет. Я это всегда вижу. Не знаю, как вы, но мне кажется, что стоит изучить несколько постов, понаблюдать за социальной страницей официальной того или иного чиновника и понять, ведет ли он сам его или не сам. Это даже видно бывает по тому, пишет ли он комментарии какие-то, отвечает ли на вопросы людей, а ведь это очень важно. Это важно, плюс если учитывать работу в социальных сетях, мы прекрасно понимаем, что если кто-то ведет за чиновника его блог, то этот блог не всегда бывает искренним, не всегда бывает никогда не бывает наверняка шуточек, которые на самом деле делают чиновника ближе к народу. Да, и даже ошибок, понимаете, они такие же люди. Если какой-то чиновник где-то неудачно пошутит или что-то как-то делать не так, то это тоже будет видно, понятно сразу. Если это сидит какой-то менеджер, аккаунт-менеджер, то это будет сухая, строгая такая информация, без лишних слов, как говорится. Пресс-релиз просто. Да, пресс-релиз.
Ну, возвращаясь к теме твоего мастер-класса, тема была, как сделать из своего имени бренд, и на самом деле это один из самых удачных, наверное, примеров того, как это самому сделать. Очень часто видим тебя на федеральных каналах, понимаем, знаем, что журналисты доверяют и берут комментарии очень часто. Как думаешь, почему журналисты обращаются, в чем, наверное, твой рецепт успеха, твой секрет, и как удалось добиться доверия все-таки вот к себе? Вы знаете, я думаю, что чтобы стать профессионалом в своем деле и чтобы добиться доверия, в том числе и журналистов, нужно понимать две вещи. То, что нужно работать над своим личностным развитием, профессиональным развитием. Вот. Многие люди забывают о том, что помимо того, что ты можешь быть интересным, умным экспертом, нужно еще уметь общаться с людьми. И еще один вопрос, вот касаемо опять-таки доверия. Очень часто возраст специалиста играет важную роль. Ты достаточно молод. Вот бывало так, что клиенты отказывались от услуг в силу возраста и шли к более возрастному специалисту? Скажу честно, вот случай был один такой единственный, да, когда клиент хотел более взрослого адвоката. Действительно, то есть для него имело значение, чтобы адвокат был старше 40 лет, чтобы у него был большой опыт. Да, но вот у меня есть проект «Найдем адвоката», который занимается подбором адвокатов по всему миру. Мы на сегодняшний день уже имеем партнеров в 30 странах мира. В России мы практически во всех регионах. И скажу честно, я всегда пытаюсь выяснять запрос клиента, какой ему нужен адвокат. Потому что некоторым достаточно, чтобы юриста там был 5 лет стажа, да? Другому нужно обязательно, чтобы у него там за спиной было 20, не меньше 20 лет, допустим, чтобы он был более возрастной и так далее. У нас в любом случае есть разные юристы, адвокаты, разные эксперты. И мы именно подбираем под требования клиента того или иного эксперта. И по возрасту, и по различным там делам, специализациям, опыту в том или ином, скажем так, тех или иных вопросах, да, и так далее. Ну вот раз уж ты затронул как раз тему своего проекта «Найдем адвоката», ему уже больше года, да, насколько я знаю, и как я читала, что вы к 2016-му планируете сделать проект всемирным. Вот как сейчас идет работа в плане реализации этого проекта и успеваете к срокам вот к 2016 году? Вы знаете, это очень непросто находить качественных экспертов в других странах. Что уж говорить о других странах, если даже в России это не так просто. Да? Мы действительно идем по пути, как правило, рекомендаций и пытаемся изучать каждую кандидатуру, которой мы будем доверять и которую мы сможем потом рекомендовать нашим клиентам. Ведь вы понимаете, как работает механизм проекта «Найдем адвоката». К нам обращается клиент, оставляет заявку на сайте, вот, либо нам звонит, либо смс отправляет на наш телефон. И мы в зависимости от потребностей клиента, от его города, от его вопроса, от его запросов в отношении эксперта, да, подбираем ему в той или иной точке России и либо мира адвоката. Вот, как правило, у нас эксперты уже есть в базе, и мы из тех экспертов, с которыми мы уже сотрудничаем, рекомендуем того или иного адвоката. Скажу честно, глобальная цель поставлена, она амбициозная. Добьемся мы или нет, покажет, как говорится, время. Ну, если говорить о базе данных, сколько сейчас в ней юристов и какие страны, возможно, задействованы? На сегодняшний день около 370 юристов-адвокатов. На момент, как выйдет ваша программа в эфир, я думаю, их уже будет около там 380, возможно. Вот. Страны, это, я уже сказал, более 30 стран, могу назвать некоторые из них. Это Соединенные Штаты Америки, в том числе помимо России. Это европейские страны многие, Испания, это в том числе и Турция. Вот. У нас появились на сегодняшний день адвокаты и в азиатских странах некоторых. В Европе практически во многих государствах, страны СНГ практически везде, в странах СНГ и так далее. То есть изначально проект задумывался всероссийским, но когда мы поняли, что есть потребность в адвокатах и в хороших специалистах у русскоязычного населения в других странах мира, то, конечно, мы решили делать его всемирным. А кто в основном обращается и с какими проблемами, и насколько вот удается их решить сейчас? Обращаются абсолютно по разным проблемам, по разным вопросам.
Как правило, это бывают и семейные какие-то проблемы, да, там развод, раздел имущества, и наследственные вопросы достаточно часто бывают. И по трудовому праву в последнее время возросли вопросы. В связи с чем? Наверное, в связи с кризисом. Да? Людей увольняют некоторых не в соответствии с законом, одним днем, как говорится, кого-то не рассчитывают. И, естественно, таких обращений достаточно много. По автотранспортным вопросам, административным вопросам, по уголовным вопросам даже обращаются к нам. То клиентами проекта являются и известные люди, и спортсмены, и артисты, и главные редакторы журналов некоторых, и журналисты в том числе, которым мы помогаем. Ну, наличие в списке клиентов известных людей – это всегда отдельный плюс наверняка, да? Да, одна отдельная звездочка. Это вызывает доверие. Это вызывает доверие. Это не единственный твой проект, есть еще ряд известных таких задумок, да, известных идей. Кто ими занимается и как они работают сейчас? Они сейчас на стадии становления, да, как я понимаю? Да, все мои проекты, скажу сразу, это интернет-проекты. Вот, мне нравится заниматься интернетом, мне нравится сам интернет, социальные сети считаю самым великим изобретением 21 века. Вот, поэтому все они присутствуют в социальных сетях, у многих из них есть сайты, которые мы раскручиваем. Помимо проекта «Найдем адвоката», это кадровое агентство HR Friend, кадровое агентство для юристов. Мы устраиваем юристов, закрываем вакансии юридические. Пиар-агентство для юристов создали мы вот в сентябре месяце этого года. Юридическое пиар-агентство, оно занимается продвижением юристов и адвокатов. То есть мы как раз-таки делаем из экспертов звезд, продвигаем их во все ведущие средства массовой информации. Пока нам это удается, опыт есть, как говорится, есть знания, компетенции, поэтому я решил запустить и этот проект. Что касается Центра личностного роста, то смысл проекта заключается в том, чтобы объединить всех лучших тренеров по личностному росту, на наш взгляд, сотрудничать с ними и рекомендовать их тренинги. Рекомендовать их тренинги нашим читателям, подписчикам, людям. В том числе я и сам люблю проводить тренинги по личностному росту. Это очень близко для меня тема, особенно нетворкинг. Это моя любимая тема, которую я преподаю на Селигере. Вот. Что касается «Порекомендуйте.ру», о котором вы сказали, то пока это только сообщество в Фейсбуке, в котором уже более 5000 человек друг другу рекомендуют товары, услуги, людей. Вот как родилась эта идея? Рекомендации и отзывы – это тренд, и это вот как раз-таки самый сильный, наверное, на сегодняшний день такой доверительный канал в 21 веке. И я понял, что нужно создавать такую площадку, где люди друг другу могут что-то рекомендовать. Вот вам нужно купить что-то, или сходить к парикмахеру, или к стоматологу, или что-то там, допустим, еще сделать. Вам нужен человек, какой-то специалист. Вы заходите в наше сообщество порекомендуйте.ру в Фейсбуке, пишите: порекомендуйте мне, пожалуйста, хорошего стоматолога в таком-то городе. И ваши френды или не френды, там, допустим, даже те же самые участники Фейсбука, вам рекомендуют человека, того или иного человека. Да? То есть они делятся своим опытом. Они личную рекомендацию дают. Это не рекламные агенты, это не какая-то реклама, да, где нужно просто кого-то пропиарить. Совет. Да, люди дают советы. А советы – это сарафанное радио. Сарафанное радио – это на сегодняшний день самый сильный, самый такой канал, доверительный канал, которым пользуются и в юридическом бизнесе, и в других бизнесах тоже. Вот есть еще один интересный проект, давайте о нем тоже поговорим, это клуб осетинского языка. Конечно, я хотела просто о нем отдельно поговорить, потому что тема на самом деле очень интересная. Осетинский язык в Москве, есть отдельный проект. Как он работает сейчас? Сколько людей, наверное, занимается? И, собственно, как проходят занятия? Эта идея родилась у нас с проектом «Галабу» совместно. Мы поняли, что в Москве живет очень много осетин. Им очень не хватает языка, им просто не хватает своего языка, им не хватает практики, им иногда не с кем поговорить, попрактиковаться. Они забывают язык. Один из них я. Вот. Я понял, что мне этого не хватает. Хочется чаще попадать в атмосферу, в эту самую среду нашу родную. И вот так, наверное, родилась эта идея, задумка. Создать какой-то такой клуб, где такие же, как и я, люди могут встречаться, собираться, общаться, изучать язык. И вот на сегодняшний день мы уже достигли определенного успеха, это очень приятно. Мы создали сообщество в интернете, в которых уже более 3000 человек.
тех, которые заинтересовались и которые тоже изучают язык. Это граждане Турции, это граждане из Америки, да, то же самое, европейских стран, некоторых стран СНГ. Это люди абсолютно из разных стран, которые всех их объединяет одно. Они все либо остины, либо даже если они представители других национальностей, то хотят изучать остинский язык. Ну, вот как занятия проходят? Как занятия проходят? Занятия проходят только в Москве. Пока на сегодняшний день, возможно, со временем у нас откроются какие-то там представительства и в других регионах или странах. Мы будем только за. Если такие желающие будут, пускай смело могут мне писать вот, в интернете, в социальных сетях. Вот. Клуб остинского языка организовывает раз в 2 недели по субботам свои мероприятия. Это бывают уроки остинского языка, которые в последнее время очень популярны. Вот у нас есть учитель, журналистка, бывшая учительница остинского языка Залина Кантемирова. Вот она проводит уроки остинского языка. Мы не просто там говорим, мы обсуждаем историю, мы обсуждаем застолье, культуру, религию нашу. Вот. То есть помимо языка еще вопрос. и... Мы обсуждаем самые разные вопросы, касающиеся остинского, но все на остинском языке. Вот это отличительная черта. И у нас действует золотое правило. Как только ты перешагиваешь помещение остинской общины, в которой мы проводим свои занятия, ты должен разговаривать только на остинском языке. А удается? Тяжело. Тяжело, учитывая то, что некоторые наши ребята, земляки, они совсем плохо разговаривают на остинском языке, но они вызывают очень большое уважение, потому что они не проводят свой день на диване или каких-то других делах в субботу. Они приходят в клуб остинского языка, чтобы изучить, лучше понять, узнать свою культуру, свой язык, пообщаться со своими земляками там, в 2000 километрах вдали от родины. У меня такой вопрос, и, наверное, как бы его часто задают. Есть такое мнение, я, наверное, с ним согласна все-таки, что за пределами Северной Осетии патриотизм увеличивается в геометрической прогрессии. То есть говорить на родном языке становится модно и приятно, наверное, только когда уезжаешь за 2000 километров. Не знаю, вот традиции начинают интересовать людей только где-то, да? Здесь почему-то это их не так сильно интересует. Вот почему так? К сожалению, частично я вынужден с вами согласиться. Обостряется чувство и обостряется, наверное, все вот эти какие-то внутренние переживания в отношении Осетии, и ностальгия появляется к родине сразу, откуда-то у людей, которые далеко живут от Осетии, потому что человек так устроен, человек вечно хочет получить то, чего ему не хватает, то, чего у него нет. Пока у него это нет, пока у него это есть, он это не ценит. Много людей в Москве заинтересованы в обучении остинскому языку, и есть ли среди них вообще не говорящие или даже русскоязычное население, кому это интересно? Да, как ни странно, даже такие люди есть, которые проявили интерес к остинскому языку, и знаете, что у меня достаточно активная страница в социальных сетях, и у меня в друзьях очень много представителей различных национальностей. Когда я пишу об остинском языке, либо какие-то посты, касающиеся остинского языка, то я заметил такую тенденцию и интерес со стороны других национальностей к нашему языку. Есть даже люди, которые несколько раз приходили к нам в клуб остинского языка и слушали на остинском языке те или иные там интересные темы. Потом вызывали свой восторг, рассказывали о том, что им очень понравилась остинская культура, хотя они ничего не поняли практически, но им очень понравилось находиться в этой атмосфере. Ну, то есть твои проекты, они по сути не всегда, как сказать, коммерческие, они фактически не коммерческие, да, они по сути своей, там, некоторые просто социальные, важные для тебя в том числе. Скажу так, есть, конечно, и коммерческие проекты, тот же самый проект «Найдем адвоката», да, и пиар-агентство, и кадровые, это, конечно, коммерческие проекты, но главная цель не в зарабатывании денег, их там не так много. Там главная цель как раз-таки помочь людям и свою миссию, преследовать свою миссию и делать жизнь людей лучше, удобнее, комфортнее, защищеннее. Я считаю, что каждый человек должен оставить какой-то свой след в истории и сделать свой вклад в жизнь человечества. Вот если ты сделал свой вклад в жизнь человечества, хотя бы помог нескольким людям в этом мире, то ты прожил не зря.
Теперь возвращаясь, наверное, в детство, да, ты закончил и школу, и университет на золотую медаль, круглым отличником, но при этом, глядя на тебя, не создается впечатление, даже как-то вот ботаником назвать язык не поворачивается, потому что столько увлечений, и все они такие разные, там и спорт, и музыка, и все остальное. Вот как удавалось это все совмещать и при этом хорошо учиться еще? Потому что мы знаем, что вот это трудно на самом деле. Это очень трудно, и люди, которые говорят, что можно одновременно заниматься спортом и хорошо, отлично учиться, ну, это либо какие-то супергерои, да, то есть либо ну, у них какой-то, видимо, рецепт есть свой. Когда я занимался вольной борьбой, то моя учеба, скажем так, была выше среднего уровня, потому что сил не хватало. Когда ты приходишь с тренировок, то ты просто падаешь на кровать и засыпаешь. У тебя реально не хватает энергии на то, чтобы заниматься еще учебой, читать книжки. Глаза просто слепались. Поэтому в 8 классе я принял решение уйти из вольной борьбы и посвятить все свое время образованию. Таким образом, за 4 года я наверстал упущенное и закончил школу на золотую медаль. Естественно, если бы я спорт не бросил, вряд ли бы я закончил бы так успешно школу. Поэтому в жизни всегда приходится что-то выбирать, делать, расставлять приоритеты. Вы можете заниматься чем угодно, но у вас должен быть приоритет. У вас должна быть цель номер 1 и цель номер 2. Когда у вас две цели номер 1, и они немножечко не сходятся, они друг другу могут мешать, то вы можете потерпеть крах. Да? Еще один такой вопрос. Вот у тебя есть свой сайт, на котором в качестве девиза написано «Век живи, век учись». И наверняка с этим девизом ты идешь по жизни, потому что, собственно, 4,5 года назад, потому и, наверное, уехал в Москву, хотя здесь предлагали такие вполне себе симпатичные места рабочие. Вот. Вот не жалеешь о том решении? И вот, собственно, за 4,5 года что поменялось? Нет, никогда не жалел, не буду жалеть. Потому что Москва – это такой город, который дает прекрасный опыт. Это школа, это очередная школа. Вот век живи, век учись. Вот вся жизнь ваша должна быть как школа. Вы должны учиться всю жизнь, что-то новое узнавать. Помните Стива Джобса, который выступал перед стэнфордскими студентами, сказал «Stay foolish, stay hungry». Он сказал «Оставайтесь глупыми, оставайтесь голодными». Он говорил именно об этом, о любви к развитию, о любви к обучению, к тому, чтобы постоянно быть голодным, любопытным, любознательным, голодным до знаний, до чего-то нового, да, до новых результатов, до знакомства с новыми людьми и так далее. Нельзя сидеть в своем панцире и быть довольным. Вы должны благодарным быть, но никогда не быть довольным. Это очень большая разница. Многие люди путают. Поэтому благодарите жизнь за то, что у вас есть семья, у вас есть 2 руки, у вас есть глаза, вы можете увидеть жизнь, у вас есть друзья. Благодарите жизнь за то, что у вас все это есть, но не оставайтесь довольным. Вот в завершении я все-таки хотела спросить, наверное, задать самый банальный вопрос, какой только может быть, но все-таки о планах на будущее. Что сейчас? Потому что из той самой крупной юридической компании ты ушел уже. И сейчас фактически Чермензотов безработный. Сейчас чем заниматься будем? Я думаю, что я посвящу все свое время развитию своих проектов. И мне очень хотелось бы в ближайшее время защитить свою диссертацию. Сейчас я делаю все возможное для того, чтобы это произошло как можно быстрее. Вот, я написал кандидатскую диссертацию на тему квалифицированной юридической помощи и надеюсь все-таки стать кандидатом наук и начать преподавать в ВУЗе. Мне очень хочется делиться знаниями. И это моя внутренняя потребность, и я хочу всю свою жизнь посвятить своим проектам, которые улучшают жизнь, и делиться знаниями с людьми. Ну и последний вопрос на сегодня. Мы очень многое знаем о работе Чермензотова, но мы практически ничего не знаем о личной жизни Чермензотова. Завидный жених, интересный молодой человек, и все, что мы знаем, это то, что свадьба через 8 месяцев, а невесты еще нет. Да. Это правда, и можешь ли ты сказать сейчас, положив руку на сердце, что это самое сердце Чермензотова, оно свободно? Да, ну и к нашим зрительницам обращение. Вы прям хотите раскрыть все карты сегодня? Ну, что ж делать. Действительно, я сейчас в поисках той самой единственной девушки, с которой хотелось бы связать всю свою жизнь, своей половинки или спутницы, как ее называют. Это не просто
скажу сразу, потому что хочется, чтобы этот человек мыслил так же, как и ты. Хочется, чтобы он был таким же целеустремленным, энергичным, а не там, девушка, которая все устраивает, которая просто хочет сидеть дома, рожать детей и ждать, когда ты придешь. То есть мне нравятся такие достаточно энергичные, целеустремленные девушки. Поэтому я в поисках и надеюсь, рано или поздно поиск увенчается успехом. А что касается моего поста в интернете о том, что через 8 месяцев свадьба, то действительно как-то это из шутки все это превратилось в настоящую историю. И я думаю, что если я найду эту самую половинку, почему бы нет, можно и в сентябре 2015 года сыграть свадьбу. Собственно, девушки энергичные, целеустремленные, обратите внимание. Чермен, тебе спасибо, что в Новый год, в новогодние праздники нашел время все-таки прийти к нам в студию. Еще раз поздравляем с Новым годом. Спасибо. И надеюсь, все-таки свадьба в сентябре 2015 года, она таки состоится. До новых встреч. Спасибо вам большое. А нашим зрителям я напоминаю, что сегодня у нас в студии был юрист Чермен Зотов. С вами мы увидимся через неделю, в следующий понедельник. Меня зовут Яна Гайгиева. Всего доброго и до встречи.